На сегодня в оккупационном Верховном суде Крыма закончилось псевдосудебное следствие по уголовному делу в отношении вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Оккупационный прокурор Роман Лобов запросил для него 19 лет строгого режима с запретом заниматься информационной деятельностью на 2 года с момента его задержания или экстрадиции в Россию. С нами сейчас на прямой связи адвокат Николай Полозов. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Николай, расскажите нам подробности хода судебного заседания. Сегодня состоялось фактически последнее судебное заседание, на котором сторона защиты могла представить хоть какие-то доказательства и заявить ходатайство. Мы попытались это сделать, заявили ходатайство о приобщении к материалам дела доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 2015-2016 годы, где упоминается инцидент с опорами, где никоим образом причастность Ленура Ислямова к этому инциденту не отражена, и где есть важная, скажем так, деталь, которая касается того, что договор на поставку электроэнергии от украинского поставщика Крымэнерго заканчивается 31 декабря 2016 года, в то время как в гражданском иске, который Крымэнерго заявила по мотивам уголовного дела, они фактически считают упущенную выгоду за последующий год. И таким образом сумма вот этих исковых требований, которые различные организации в Крыму, начиная вот от этого Крымэнерго, заканчивая Минобороны, превышает 1 миллиард рублей. Что касается непосредственно прений, то в ходе прений, как было уже выше сказано, прокурор запросил по совокупности 19 лет строгого режима, 1 год ограничения свободы и 2 года запрета на деятельность, связанную со средствами массовой информации для Ленура Ислямова. Что касается стороны защиты, то, конечно же, сторона защиты указывала на абсолютно мотивированную подоплеку, абсолютно политическую мотивацию в данном уголовном деле, указывала на нарушение международного законодательства российским судом, указывала на факты дискриминации крымских татар, отраженные в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. И, естественно, по фактическим обстоятельствам этого дела было много сказано, начиная от обстоятельств фальсификации следствием доказательств, когда, например, вот свидетель Ильясов, который был допрошенный предварительного следствия на суде, выяснилось, что вообще-то в то время, которое он описывает, что он якобы выезжал в Херсонскую область и был там, где якобы находился батальон, этот свидетель полгода сидел как в СИЗО, следователь ФСБ Голышев, безусловно, это знал. Собственно, по поводу этого свидетеля в ходе реплики к прениям мной было предложено суду вернуться в стадию представления доказательств, в стадию судебного следствия и истребовать в Алушском городском суде копию приговора в отношении этого свидетеля. Однако суд отказался это делать и еще раз продемонстрировав тенденциозность при рассмотрении данного уголовного дела. То есть у нас нет абсолютно никаких, ни малейших сомнений, что они вынесут обвинительный приговор по срокам приблизительно таким, которые запросил прокурор. И решение это принимает явно не суд, решение это продиктовано прежде всего на политическом уровне российскими властями. Также сегодня на своей странице в Facebook вы написали, что не исключаете, что к уголовной ответственности оккупанты могут привлечь еще 15 человек, которые фигурируют в материалах так называемого дела. Каким образом, что это означает? Расскажите подробнее. Мы же говорим в том числе о делах, связанных с батальоном. Уже было вынесено несколько приговоров, зачастую совершенно случайных людей, которые не имели отношения к гражданской блокаде Крыма, вынуждали под пытками, под истязанием, под давлением оговаривать себя, оговаривать других, принимать на себя вину. И я не исключаю, что после вынесения приговора Ленуру Ислямову российские силовики попытаются еще сделать себе больше звездочек на погонах, фактически обвинив невиновных людей в участии в деятельности батальона Намана Челебиджиха.
И последнее, 10 декабря вы сказали, что уже будет оглашение приговора. Вот как он может, этот приговор, трансформироваться от запроса прокурора? Но я думаю, что суд, в принципе, они все системы действуют согласованно. То есть, как правило, суды выносят решения, близкие к тем запросам, которые озвучивает прокурор. Суд может сделать, дать и побольше срок, суд может чуть-чуть скостить, но, опять, формальных оснований скостить в деле практически нет, потому что следователи не смогли установить какие-либо смягчающие обстоятельства, а в качестве отягчающего они ко всем обвинениям приплюсовали то, что эти обвинения, что эти преступления совершены якобы по мотивам политической вражды. Учитывая то обстоятельство, что суд отказался выслушать мнение Ленура Ислямова, которое я предлагал в видеозаписи его обращения к суду продемонстрировать, это указывает на то, что в принципе приговор уже по сути вынесен, текст написан, и осталось только его озвучить. Что касается наших дальнейших действий, ну мы посмотрим, что они напишут в приговоре, ознакомимся с протоколом, у нас будет возможность обжаловать в апелляционном порядке, но не потому, что Ленур Ислямов признает юрисдикцию оккупационного суда. Нет, это Мгм. необходимое условие для последующего обращения в международные инстанции, в том числе в В ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека, где, собственно, и будет разворачиваться основная битва за его честные